Добрый день, мои друзья, коллеги, соотечественники. От имени руководства Всемирного конгресса, от наших коллег, всех татарских краеведов Российской Федерации, стран СНГ и, естественно, Татарстана, я вас хочу поприветствовать в городе Казани от Всемирного конгресса татар. Я хочу остановиться на некоторых итогах за последние годы. Как вам известно, 2015 года в Татарстане и в регионах татарского мира активно действуют краеведские движения. И она не случайна, потому что краеведение, которое до революции зародилось еще, но советская была, она перестала существовать, было восстановлено еще 90-е годы, но оформление в форме как движения, как организации, региональной общественной организации Общества татарских краев Республики Татарстан, у нас в частности, и издание журнала «Туганжир», это идет, начиная с 2015 по 2018 год оформление. Но мы за это время очень много сделали, и об этом уже неоднократно говорил в различных форумах, конференциях и передачах. А сегодня бы я хотел бы, что сделано за последние 2 года. Это 19, 20, 21 год. Ну, особый упор буду делать на 20 год, самый тяжелый, это связано с пандемией, но несмотря на это, краеведы не сидели, писали книги, проводили мероприятия, встречались, решали организационные вопросы. Например, по организационным вопросам мне хотел бы, что очень прекрасную работу провели краеведы, татарские краеведы Марийской республики. Создано общество татарских краев, регистрировано юридически. Такую же большую работу проводит автономия татар Ульяновской области, где действует очень активно общество краеведов при них. Такая работа проводится в Оренбургской области, Челябинской, Свердловской области, в частности, создано общество татарских краев при постоянном представительстве Республики Татарстан по Уральскому региону. Работа ведется очень успешно, поэтому они в этом году планируют провести областной форум или конференцию. Мы вот туда ездили, встречались, круглые столы. Работа ведет очень активно Омская область, в городе Тара, в частности, в городе Омске, Уленкуле и других местах очень активно работает. Такая работа ведется и в других регионах. Но это вот активная деятельность. Кемеровская область очень хорошо работает, Прокофьев, Новокузнецк. В других регионах тоже не отстают, но вот наиболее активная работа именно в Татарстане, Высокогорский район, я бы отметил, Азнакаевский, Черемшанский, Каябицкий район в последнее время активизировался, значит, Арский район и ряд других районов, Сабинский район, я бы отметил, большую работу ведут. Издаются много книг. В частности, в Челябинской области издана вот книга под непосредственным руководством Конгресса татар Челябинской области, книга Каримова «Кунашевская район. Истории современных». Таких книг очень много издаются, я просто в качестве примера привел. По итогам форума Томский, который прошел в 2019 году, мы издали в прошлом году такую большую книгу «Татарские населенные пункты. Истории современных перспектив развития». Здесь около 600 страниц книга, статьи более 100 авторов. Это прекрасный труд, большой вклад в татарские краеведения. Кроме того, я бы хотел бы сказать о ниже следующем. Прекрасные, мы проводили несколько форумов, вот, в целом за последние годы это 6 форумов, 5 форумов прошло. Первый форум был и 3-й в Казани, 2-й и 5-й в Уфе, 4-й мы провели в Томске. Это тоже большой результат, собрали более 200 представителей, более 20 регионов Казахстана, Узбекистана. Вот такая работа ведется. В прошлом году мы очень активно тоже, несмотря на то, что была пандемия, провели конференции. В 2019 году, например, в Актанышском районе 2 конференции у нас прошли. Хорошие конференции были. В Лениногорском несколько конференций провели. В Азнакаевском районе. В 2020 году в Азнакаевском районе мы провели как бы альтернативу Экскому Сабантую, которой не было в 2020 году, перенесена на 2020 год. Провели прекрасную конференцию в Азнакаево, на Четыртау, прекрасным учетом всех возможностей. Прекрасная конференция «Человек и природа в бассейне реки Ик», Азнакаевский район, проблемы истории и культуры. Дальше такая же конференция была проведена в Лениногорском Зайкаратай. А 2021 год тоже был успешным достаточно, несмотря на тяжелые моменты. Это мы в феврале проводили несколько прекрасных презентаций книг Ульяновской области, Пермской области. Дальше прошли в феврале месяце конференция, форум, 5-й форум краеведов в Уфе, где участвовали более 200 человек.
прекрасные выступления были, и вот планируем издать эту работу. Кроме того, под эгидой Всемирного конгресса многие мероприятия, еще хочу сказать, провели очень хорошие конференции. Мы в Мусульманском районе, это перед Сабантуй, май месяца, посвященный уже непосредственно бассейну реки Ик. Дальше необходимо сказать, мы планируем такие же в Кайбицком районе. Была у нас прекрасная конференция, посвященная столетию академика, член-корреспондента Академии наук СССР, известному Тюркову Тенишеву, Пензе. Там было 7 секций, пленарных заседаний. 3 секции велись на татарском языке. И автономия вместе с краеведами провели большую работу. Дальше у нас целая серия работ, была презентация внутри Казани, непосредственно в Всемирном конгрессе. Мы поднимали вопросы, связанные с историей, культурой татар Афганистана и ряд других проблем. Вот эти вопросы сейчас традиции провели презентации серии книг Пермского края. В частности, презентовали книги «Вклад пермских татар в победу в Великой Отечественной войны». Такая работа ведется и будет вести. Очень много работ публикуется, книг выходит. Спасибо всем краеведам Оренбургской области, Самарской области, Саратовской, Пензенской. В Пензенской области издается 7-томная история татар Пензенской области. Кроме того, мы очень активно работаем телевидением, Таяну Нуктасы, Манзара, Башватхыч была впервые краеведская конференция в этом, передача. Вот такова у нас работа. Краеведы очень активно работают на местах. Чистополе, Татарстане, Высокогорском районе и ряде других местах. Работа ведет успешно. Мы готовимся сейчас к следующим мероприятиям, в том числе форумы Омской области и Свердловской области. Спасибо всем за работу. Будем вместе. Этот год у нас уникальный, год родного языка и единства. Мы должны, год единства татарского народа. В этом плане мы должны сделать очень много. Естественно, реализовать долгосрочные программы «Татары. Стратегия действия». И в этом плане Конгресс совместно с краеведами проводит огромную работу. Спасибо всем руководителям за поддержку.